Это проблема, которая задевает нас всех, и мы должны все вместе, взявшись за руку, плечом к плечу, начать решать многие вопросы. Не могу согласиться с той позицией, когда говорят о том, что авторитет власти сегодня упал. Авторитет власти падает уже давно, к сожалению. И то, что мы все эти годы имели, это следствие как раз-таки того, что заметил Батан Иванович. Борьба в политическом былу привела к тому, что мы перестали уважать институты власти. Мы их обесценили. И сегодня, когда пытаются на этом спекулировать отдельно взятые люди, как раз-таки это приводит к тому, что мы еще дальше закапываем эту власть. Сегодня о проблемах преступности заговорили преступники. Они стали родителями. О проблемах наркомании говорят наркоманы. О морали говорят аморальные некоторые люди. Мы говорим о том, что у нас есть уважаемые люди. Они есть действительно. Мы их слышим. Что мы сделали для того, чтобы эти уважаемые люди стали действительно теми, кого можно услышать, за которыми можно пойти и сделать все для того, чтобы государство состоялось. Без совместной работы, о которой мы говорили с вами на предыдущих встречах, и как раз-таки инициатива создания общественных советов исходила от меня. Оно останется просто на словах, если мы действительно в реальности не приступим к созданию этих общественных советов. И они должны быть созданы не только в МВД, они должны быть во всех сферах нашей деятельности. Никого не должно пугать, что есть возможность достучаться, узнать. И первым шагом давайте мы сделаем то, что здесь, я насколько вижу, сидит семья Джахмазев. Кто нам запрещает сегодня, вот в том сегодняшнем формате, общественной палате, начать контроль работы и проведения следствия и в прокуратуре, и в МВД, все те действия, которые совершаются для того, чтобы в полной мере довести до логического завершения всю эту работу. Никто не мешает. То, о чем мы с вами говорили по поводу создания общественных советов, это нужно делать. И без этого было бы, наверное, очень сложно дальше работать. Я не знаю государства, в котором полностью искоренили бы преступность. Задача каждого государства, каждой власти – минимизировать это явление. Создать условия для того, чтобы те, кто обязан работать в этом направлении, получали бы наибольшие поддержки со стороны государства. Задача государства – это и общества в целом. Не допустить расширения сферы влияния преступности. Важной задачей государства, я считаю, это предупреждение преступности. Что делается на этом этапе и что делалось до этого? К сожалению, мало что сделано по этой части. Понятия предупреждения и профилактики преступлений практически у нас нет. Важной составляющей для того, чтобы именно преодолеть эту ситуацию, бороться с преступностью, является контроль общества над правоохранительной системой. Это мы с вами обговаривали. Это заложено во многих документах. Немаловажной задачей является оснащение органов правоохранительных. К сожалению, действительно, мало на сегодняшний день сделано для того, чтобы органы правоохранительные работали бы в полной мере. Нет технических средств, которые хотелось бы иметь. Но разве не эту цель мы преследуем, когда говорим о возможности создания условий двустороннего сотрудничества с Россией? Почему у некоторых возникают мысли о том, что создание информационно-координационного центра минимизирует суверенитет нашего государства, что будет создан некий наднациональный орган? Это попытка еще раз избежать возможностей законных действий со стороны государства. Такого рода примеры имеют место на постсоветском пространстве. И после того, как такие структуры были созданы в ряде государств постсоветского пространства, после выполненной миссии эти структуры были распределены таким образом,
Специалисты, приехавшие из другого государства, уехали к себе, а эти продолжают работать, получив соответствующее оснащение и возможности. Мы сегодня говорили об экспертизе. Практически провести какую-либо экспертизу невозможно. А любая экспертиза требует соответствующих финансовых больших вложений. Что плохого в том, что нам создадут эти условия? Что плохого в том, что оперативность возможного воздействия на эти доказательные материалы будет совершенно другой, чем то, что мы сегодня имеем? Что касается вопроса тюрьмы, в ближайшее время у нас будут соответствующие встречи и с руководством Совета Безопасности Российской Федерации, Министерством внутренних дел. Мы говорили с министром юстиции на эту тему. Я думаю, что тюрьма на количество человек в 500 достаточно будет для Абхазии, где будут возможности для того, чтобы люди не просто сидели, а еще бы привлекались к определенному физическому труду. Что касается совместной координирующей работы, не могу согласиться с вами, что такая работа не ведется. Она ведется, но плохо. Есть соответствующий орган при прокуратуре, который обязан координировать деятельность всех правоохранительных структур. А некоторое время назад, по моему требованию, задействовал, и он начал работать. Насколько я знаю, от этого только будет польза. Также на сегодняшний день проработан проект закона о борьбе с организованной преступностью. Тот проект, который нам был представлен, он далек от наших реалий. Сегодня он находится в МВД, идет процесс согласования с другими структурами, и я надеюсь, в ближайшее время он будет направлен в парламент. Хотелось бы, чтобы мы получили ту поддержку и со стороны парламента, и со стороны общества. Мы говорим о том, что нас захлестнула наркомания. Санкции, которые сегодня есть, они несоразмерны тем действиям, которые происходят. Я могу вас заверить, если посмотреть по Киеву переводам, это сотни миллионов рублей, уходящих с нашей территории. По отношению к распространителям и организаторам нужно принять решение по пожизненному заключению. Другого выхода просто у нас нет. Что касается оружия, всем силовым структурам ставится задача не проводить какую-либо выборочную работу, а она должна быть полномасштабной, независимо от рангов. Никто не имеет права, даже депутаты не имеют права, и президент, носить оружие без соответствующего разрешения. У нас сегодня все носят, от малого до великого. И, к сожалению, носили и до этого. И поэтому имели место и покушение. Никто не говорит о том, что мы можем согласиться с этой ситуацией. И все те резонансные преступления, которые имели место, должны находиться в поле зрения и главы государства, и всей общественности.